Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю 16 по 22 марта 2020 года для стрельцов. Будем смотреть прогноз на колоде Таро, метафорической и цыганской. Сначала общие события, главные события недели. Так. Девятка чаш. Для отношений. Так, восьмерка пентаклей. Для работы. Девятка жезлов. И для финансов четверка мечей. Дополнительные карты из цыганской колоды. 3 на отношения. 3 на работу. 2 на финансы. Итак, девятка чаш как основная энергия недели для стрельцов. Карта говорит об исполнении какого-то вашего желания, либо сразу, может быть, нескольких желаний. Очень комфортная карта, когда мы действительно получаем то, что хотели, к чему стремились. Причем нам в этом помогает сама судьба, прям удача приходит в жизнь. Может, были какие-то сложные ситуации, запутанные, когда никак не находилось решения. Может быть, были какие-то долгие проекты. Может быть, не было перемирия, да, то есть вот здесь, кстати, даже если кто-то болел, то есть здесь выход из болезни, выздоровления. В общем, все, что было затянуто, все, что не ладилось, начинает наконец-то реализовываться и давать вам свои плоды, радовать вас. То есть удача просто приходит в вашу жизнь. Такая белая полоса начинается, счастливая полоса везения. Для отношений выпадает у нас восьмерка пентаклей. Для отношений больше вот как бы деньги и ценности выходят на первый план. Тем более восьмерка пентаклей — это у нас, знаете, вопросы карьеры, вопросы денег. Причем не просто ну, как бы рутина какая-то, а когда мы чего-то достигаем, когда у нас есть какие-то победы, когда мы много денег получаем, когда мы, в общем, какие-то проекты важные завершаем, да, то есть вот вопросы карьеры, власти, денег, они вот выходят почему-то в отношениях на первый план. Но, видимо, такое время. То есть как бы не до чувств, не до отношений, получается так. Хотя основная карта дня, недели говорит о том, что в отношениях тоже все в порядке, но просто как бы главные моменты все-таки связаны с деньгами, ценностями, карьерой и так далее. Победами какими-то, да, когда вы и ваш партнер хотите чего-то добиться в социуме. Может быть, решаются вопросы какие-то с властью, с государственными учреждениями и так далее. Для тех, кто в поиске партнера, дополнительно тройка пиковая выпадает. И здесь возможность как бы от знакомства через кого-то. Вот именно по рекомендации, либо какую-то информацию вам люди дают. Ну, в общем, кто-то вас знакомит, скорее всего. Либо вы знакомитесь в какой-то компании людей, сразу с несколькими людьми, да, и вот вы пока что еще как бы не видите в этих людях чего-то, ну, по сердцу вам, вы больше смотрите на их материальное положение, на то общество, на то положение, которое они в обществе занимают, то есть как-то больше вот такие интересы здесь просматриваются. Вот чего-то сердечного здесь нет, несмотря на то, что у нас главная карта — это исполнение наших желаний. Но, может быть, пока что вы не видите в этом человеке, которого встретили, как раз того, кто вам подходит, это со временем может проявиться. Для отношений в паре король трефовый выпадает в дополнение. Может быть, вот какие-то сложности, вопросы о зарабатывании денег, карьерных каких-то вопросах, они дают, ну, как бы
не дают проявляться чувствам, да, то есть вы можете просто на какое-то время выключаться вообще из отношений, просто чтобы решать вот эти все вопросы и, в общем, решать вопросы с карьерой, с деньгами. Может быть, эта карта говорит о каких-то временном непонимании партнера, да, может быть и так. Может быть здесь какие-то недосказанности, тайны, невозможность поговорить, объясниться. И, в общем, какие-то вот такие сложные, туманные какие-то ситуации могут быть. Но вот карта говорит о том, что просто переключайтесь на дела и все. Пока это просто само пройдет. Это ничего важного, это ничего сложного. Это просто период такой. И если, допустим, ваш партнер не уделяет вам внимания, то сейчас просто он сильно занят, у него просто не хватает силы, энергии на то, чтобы еще и в чувствах как-то проявляться. Для тех, кто в ссоре, дама червовая, здесь у вас могут быть значительные перемены. Да? Если вы тем более вот поссорились как-то из-за денег, из-за карьеры, да, что вот мало внимания, может быть, больше все время занимает, допустим, там работа и так далее, да, если особенно из-за этого поссорились, то есть возможность помириться. Прям тут перемены значительные, причем, знаете, если вы откажетесь от прошлого партнера, может прийти новый партнер. Но в любом случае здесь какая-то удача будет для тех, кто в ссоре. Какие-то перемены значимые. Для работы выпадает 9 жезлов. Карта говорит о том, что будет очень много дел, очень много хлопот, но это, скорее всего, уже налаженный процесс, вы уже в этом участвовали, вы уже это знаете. И даже если будет очень много дел, все-таки вы справляетесь, потому что вы уже как-то действуете просто автоматически. Но кроме того, какая-то все-таки ситуация будет выходить на первый план. Так, 9 мечей, работа, 9 мечей. Насчет активных действий, да, тоже подумайте. То есть, скорее всего, если вы рассчитывали на то, что неделя будет какой-то спокойной, такой, даст вам отдохнуть, нет, такого не будет. Скорее всего, от вас будет зависеть многое. Тут, знаете, в общем, постоянное движение. Тут постоянная реакция, быстрая реакция. Может быть, какие-то перемещения там по городу, может быть, командировки в другие города. В общем, здесь вот постоянное такое вот движение, продвижение. Кроме того, вопросы коллектива. Да, может быть, если вы руководитель коллектива, то будет много вопросов, связанных с руководством. Кроме того, здесь могут быть еще вопросы решаться через интернет, через сеть. Для тех, кто в поиске работы, 3 червовая в дополнение к этой карте говорит о том, что, скорее всего, помощь придет от близких, от людей, от друзей. Они как раз вот могут помочь вам найти работу, соответственно, вашему опыту, вашему образованию и так далее. Для тех, кто уже работает, валет пиковый говорит о том, что, скорее всего, либо вы готовитесь начать какой-то новый проект, либо может быть, нужно еще добавить каких-то знаний профессиональных. Скорее всего, вы уже сделали все возможное на том уровне профессионализма, на котором вы находитесь, и нужно что-то добавлять. Нужно выбрать какую-то одну тему, направление и поучиться. Или переучиться, да, вот знаете, как курсы повышения квалификации. Вот это было бы неплохо. Кроме того, смотрите, из-за большого количества дел вы можете делать какие-то ошибки, где-то что-то не досмотреть. Поэтому будьте внимательны раз и привлекайте помощников 2. Для тех, у кого свое дело, 2 червовая в дополнение говорит о том, что можно эту неделю посвятить семье, посвятить близким, так как у вас здесь уже все налажено и как бы ситуация идет сама собой, да, вы можете как партнеру доверить, либо тем людям, которые с вами работают, либо, может быть, просто отдохнуть, переключиться. Потому что, может быть, в последнее время вы очень уставали. Но вот вообще карты говорят, что может одновременно быть работа и отдых.
А может быть, просто нужно разделить неделю пополам, да, что если вы очень много работаете, то нужно дать себе возможность и отдыхать. Причем отдыхать не просто одному, да, а нужно именно восполнять силы в отношениях с близкими людьми. Также карта говорит о том, что можно заключить какой-то важный договор вот, по работе с человеком, который вам очень нравится, который поможет вам как бы с этими вот вопросами разбираться. То есть здесь уже как бы перегрузка такая идет, уже максимум для вас. Вам обязательно нужен помощник. И вот посмотрите человека, который вам нравится, который вам подходит, с которым у вас вот совместимость есть в плане, ну, как дружеское вот такого вот расположения, да, чтобы человек вам нравился, самое главное. Финансы. 4 мечей. В финансах может быть какая-то остановка, да, какое-то, знаете, ожидание, да, может быть здесь либо ожидание какой-то бумаги, разрешения, да, либо здесь еще какая-то, ну, как бы государственная система, то есть мы получаем зарплату там раз в месяц или раз в 2 недели, да, и вот из-за этого просто может быть ограничение, то есть не то, что ее там вообще может не быть, да, а это просто временно. Кроме того, для тех, кто своим делом занят, вот 2 четверки у нас, да, карта говорит о том, что нужно как-то подумать о том, чтобы доход был постоянный. То есть вот сейчас у вас как? То есть деньги, то нет денег. То есть клиенты, то нет клиентов. То есть работа, то нет работы. А вот есть возможность на этой неделе найти выход. То есть чтобы постоянно были деньги, чтобы постоянно был доход. Что-то такое вы поймете. И, скорее всего, это связано будет либо с каким-то новым направлением, особенно если вы интеллектуальной деятельностью занимаетесь, да, либо просто вот этот отдых, да, он даст вам возможность понять, что вам нужно поменять, чтобы доход был постоянный. То есть, если вы все время в делах, то вы не можете понять. У вас нет на это ни сил, ни времени, ничего. То есть, обязательно отдых нужен для того, чтобы подумать о стабилизации дохода. Посмотрим метафорические карты. Совет на неделю для стрельцов. Так, пытаемся склеить разбитую вазу. Карта говорит о том, что делать этого не следует. Во-первых, уже того, что было, не будет, это раз. Во-вторых, когда мы пытаемся восстановить то, что уже отжило, уходит из нашей жизни, мы теряем как раз новые возможности. То есть мы сконцентрированы на ушедшем, на то, что нам уже совершенно не нужно, а то, что нам нужно, оно рядом с нами, а мы это не видим. То есть если что-то уходит, человек, там какая-то возможность там, заработка, работа какая-то, чувства какие-то, нужно это отпустить, не нужно это как бы заново восстанавливать. Это с одной стороны. С другой стороны, эта карта может еще говорить о каких-то душевных переживаниях. Может быть, мы слишком концентрируемся на каких-то отрицательных моментах своей жизни, да, и не видим положительного. И это как бы направляет всю нашу энергию, все наше внимание в минус. И поэтому мы не чувствуем ни радости, ни счастья. Мы даже не замечаем того, что есть у нас в жизни хорошего. Ну и, конечно же, плюс ко всему лишаем себя как бы новых возможностей, потому что мы на старом, на прошлом сконцентрированы, да, мы в будущее не можем смотреть, мы же не можем сразу в 2 стороны смотреть, и назад, и вперед. Поэтому вот для стрельцов на этой неделе очень важно прошлое вообще отпустить, отбросить, повернуться в будущее и чувствовать настоящий момент, то есть видеть, что сейчас происходит в жизни. И тогда вот вся жизнь для нас изменится. Вот тогда будет исполнение желаний. Тогда вот мы увидим какие-то возможности для заработка денег, мы заметим своего партнера, да, то есть все будет так, как нужно. Вот единственное, да, вот это прошлое, вот эти ошибки, разочарования, уходы каких-то людей, вот оно все держит и не дает радоваться жизни, не дает получать
то, что жизнь как бы новое приносит нам. Друзья, желаю вам замечательной недели, пусть только самое лучшее для вас сбывается. Всего вам доброго, до новых встреч.